нас все идет по плану. Значит, все идет по правилам, все работы регламентированы. Соответственно, синхронизирована работа с пуском станции, включением ее под нагрузку. И, соответственно, станция в это же время должна выдать тепловую мощность. Соответственно, мы должны к тому моменту уже включить теплосеть в теплосеть Якутска, в 3-4 зоне. И, соответственно, к тому моменту будут построены и введены в эксплуатацию еще до пуска 7 линий электропередач, которые будут подключать или мощность, через которые будет выдавать энергию и мощность Якутская ГРЭС-2. Это планируется сделать, и пока у меня сомнений на этот счет нет, в 4-м квартале 2016 года. Мы уже выстраиваем планы, обсуждаем с городом, каким образом нам диверсифицировать централизованное теплоснабжение того района города Якутска, чтобы солнышко у нас светило, как сегодня на улице, постоянно, не закрывалось. Ну, по большому-то счету, мы могли бы полностью весь юго-западный район Якутска закрыть, но согласитесь, что необходимо провести большие реконструкционные работы, дабы нам уйти от всех вот этих вот мелких котельных. Ну а если мы говорим о крышных котельных, или как сказать, индивидуальных крышных, да, то тут еще больше. Однако альтернативы, я считаю, этому быть не должно. Все должны четко понимать, что себестоимость тепловой энергии на Якутской ГРЭС-2 будет в 1,5 раза минимум меньше, чем себестоимость, которую в настоящий момент, себестоимость тепла, которая в настоящий момент существует на мелких котельных города Якутска. Вообще тарифные последствия уже просчитаны. Увеличение тарифа с вводом Якутская ГРЭС, естественно, небольшое будет. Но вы согласитесь с тем, что тарифы-то у нас растут ежегодно. Кстати, тариф-то устанавливает не энергетики, чтобы было понятно. Да, энергетики стараются, чтобы они были выше, по той простой причине, что инвестпрограмма у нас практически нулевая. Нам надо реконструировать, у нас количество проблем на территории Якутии, ну, сами знаете, очень-очень много.